Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас отсыпочка на такую тему. Что ваш мужчина говорит о вас и что ему говорят о вас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересненько. Так, давайте начнем с того, что он говорит о вас. Надо сразу отметить, что мужчина не болтлив, либо он не любит говорить о своей личной жизни. Есть у него тут парочка доверенных лиц, с кем он может поделиться, но не всем, а какими-то прям совсем серьезными переживаниями. Есть у него то ли друг, то ли, может быть, он даже ему больше, чем друг, как названный брат, человек, которому он прям всецело доверяет, причем практически всю свою жизнь. Доверенное лицо, вот кто он ему приходится. Этому своему, доверенному лицу о вас он говорит странные вещи. Он говорит о том, что вы его зачаровали, что вы его пленили, что он безумно вас ревнует, и ему вас всегда мало. Он спрашивает его, что за магия такая? Почему я не могу без нее дышать? Почему только лишь одна мысль о том, что я ее сколько-то не увижу, либо расстанусь, повергает в меня такой ужас. Хочется рыдать. А друг этот пожимает плечами и говорит, наверное, это любовь. Наверное, это и есть та самая невероятная и прекрасная любовь. Есть еще один человек, который скорее над ним подсмеивается, что он такой на вас зацикленный, что он прям такой в вас влюбленный. А он всегда ему отвечает так, что тебе меня никогда не понять. Если бы ты имел такое счастье, и у тебя бы была такая прекрасная женщина, то ты не был бы таким, например, балбесом. Либо ты бы не жил той жизнью, которой живешь. Знаете, он ему как отпор дает. Не рассказывая подробности, он заставляет его завидовать. Этот друг хоть и смеется, но видя его влюбленные глаза, видя, как он выглядит, как вы за ним ухаживаете, может быть, вы ему тормозочки на работу даете, он просто действительно завидует. Такой у него характер, любит посмеяться, повысмеивать, пошутить. Хотя в глубине души он точно завидует. Так, у кого-то отыграется, что есть у мужчины мама. Мама очень, кстати, ревнивая. Я не могу сказать, что она плохая женщина. Скорее, она ревнивая. Возможно, она сама растила вашего любимого, а может быть, очень близка с ним. Так бывает, когда, например, мама, она больше сына жалеет, либо больше к сыну привязана, чем дочери. А мама ему иногда говорит, что, наверное, она тобой пользуется, либо она за тобой плохо ухаживает, либо она что-то для тебя не делает. А он ей всегда говорит, мама, не лезь, пожалуйста, в мою жизнь. Я нашел свою женщину, и этим ты должна быть счастлива. Он не обсуждает с ней вас. Он, такой прям сразу перегородочку ставит и говорит, здесь моя территория. Ты моя мама, но туда не лезь. Не лезь, иначе поссоримся, иначе поругаемся. А у кого-то, кстати, из девочек отыграется, что мама очень даже такая, конечно, это некрасиво говорить, но все равно скажу, ушлая немножко. Она его пытается все время против вас настроить. А мужчина молчит. Он ее слышит, но он к ней не прислушивается.
Это, кстати, большой ему плюс. Конечно, это неправильно, потому что он должен был бы ей сказать, там, мама, не смей обижать мою женщину, да, не лезь в мою жизнь. Но он просто молчит. Ну, такая вот у него, не знаю, манера, либо такой образ поведения. Так, девушки-женщины, знаете ли вы, что у вас есть какая-то подруга-предательница, которая пытается вас очернить в глазах вашего любимого мужчины? То есть она может и напрямую ему что-то гадостное про вас говорить, и также может из-под тишка как будто бы, ой, я случайно проболталась, ой, я там что-то лишнее сболтнула. Она пытается вас очернить. Почему она это делает? Ну, у одних отыграется, что ей нравится ваш мужчина, и она бы хотела его себе забрать. А у других отыграется, что она не может вынести вашего с ним счастья. Сама, будучи несчастной, да, не может вынести вашего счастья. То есть ей бы тоже хотелось, чтобы вы были такой же, как и она. Там, одинокой, несчастной и в поисках мужика. Вот, специально. Она это делает специально. Специально ему что-то о вас рассказывает. Либо специально вот ведет такой диалог, чтобы на вас бросить тень. Да, что кто-то там за вами ухаживает, что вы там говорили, что какой-то мужчина вам понравился, что вы там какая-нибудь, не знаю, там неаккуратная, нечистоплотная. Ну, сами понимаете, да, пытается вас очернить. То есть сейчас это все вот ковырять, ну, я не вижу в этом смысла. Ну, к чему? Просто подруга-предательница. Есть в ней что-то такое, вот прям играет какой-то негатив, зависть, что-то в ней играет. Это не постоянно происходит, это происходит время от времени, но тем не менее это есть. Может быть, не самая ваша лучшая подруга, а одна из тех, с кем вы дружите, общаетесь. У кого-то из вас, кстати, отыграется, что у вас сестренка такая с приветом, да, которая вас периодически пытается очернить в глазах вашего же любимого мужчины. Так, еще что ему говорят о вас? Недавно кто-то очень сильно вас хвалил. Женщина какая-то вас хвалила. Рассказывала о том, что вы самая лучшая, что вы невероятной души человек, что вы очень умная, что ему, такому вот обычному среднестатистическому мужчине, очень сильно повезло. И вот она ему прям так и говорила: береги ее, цени ее, люби ее, никогда не обижай ее. Если ты эту женщину потеряешь, ну все, считай, что ты, ну, как жизнь свою проиграл, потерял. Когда же, может, немножко его вычитывала за что-то. Так, и еще, что ему говорят о вас? Девочки, не у всех отыграется, а у кого-то конкретного. Мужчина, возможно, посещал эзотерика. Да, может быть, к какому-нибудь там магу зашел, либо гадалке попал. Может быть, случайно где-то его там цыганочка остановила, ему там пыталась нагадать. Ему какую-то нереальную вещь про вас сказали, от которой он до сих пор в себя прийти не может. Ну, например, ему могли сказать, что у вас особый дар, либо особое предназначение. Ему могли сказать, что вы, ну, допустим, там, королевских кровей, да, что вы женщина, которой там суждено чего-то невероятного в жизни добиться. И вот он ходит, он смотрит на вас, ну вот она, вы своя, родная, такая теплая, земная. И вот думает о тех словах, которые были услышаны. Вот, пытается как-то на вас их примерить, но у него пока еще что-то не сходится. Хотя, девочки, эти слова не достигли цели, они очень крепко поселились в его голове. Может быть, он даже ходил, узнавал, насколько вы там верны ему. И ему сказали: ты что, даже не думай. Это самая честная женщина в мире. Самая честная. Пока ты с ней честен, она честна с тобой. Никогда не предаст и не изменит. И еще мужчине, которого вы загадали, очень часто духи его рода о вас говорят. Они ему вас в снах показывают какой-то богиней, царицей, да, женщиной, которая сидит на троне. И показывают ему его роль при вас. Видите, роль собачки. Собачки, которая должна быть и верна, и предана, и защищать прекрасную богиню. Какие-то необычные сны ему могут сниться, и это именно духи рода ему показывают. О вас ему во снах говорят, образами говорят. Если он вам рассказывал о своих необычных снах, знаете, что это поддержка. Это ваша поддержка духами его рода.
То есть духи его рода очень счастливы, что он именно вас встретил, что именно вы сделали такую честь и милость, полюбили этого мужчину. Так, и еще у кого-то отыграется, что у мужчины есть бывшая. Бывшая, с которой он периодически как-то общается, скорее всего. Случайным образом. Может быть, общий ребенок у них есть. Может быть, она где-то там рядышком проживает, либо работают они где-то вместе. Бывшая о вас всегда гадости говорит, всегда обливает вас самыми грязными вонючими помоями. Пытается ему все время сказать, что вы там ему изменяете, что вы с ним ради там какого-то супер-бупер интереса, хотя какой-то может быть интерес, если вы женщина на миллион, а он обычный мужчина. Вот, пытается там рассказать, что есть какие-то свидетели, что вас там видели где-то, с кем-то, что вы там мужиков принимаете, обслуживаете. В общем, гадость поносит ее, поносит по-черному. Он, конечно, ее не слушает. Он понимает, головой он понимает, что она, скорее всего, вот из мести и зависти это все делает. Но поскольку это происходит часто, регулярно и часто, то все-таки какие-то сомнения, либо как семена ревности, она в нем сеет. Здесь, девочки, надо как-то конкретно этот вопрос решить. Понятно, что ты мужчине гарантию не дашь, что я там никогда тебе не изменю. Либо не пойдешь же ты на полиграф, чтобы доказать, что никогда не изменяла, что это все ложь и выдумка. Здесь, скорее всего, с этой бывшей вам надо как-то разобраться, поговорить с ней. Так строго ее предупредить, да, что не лезь. Не лезь. Знаете, как на этих трансформаторных будках написано, да? Не лезь, убьет. Вот из этой серии что-то. Я не призываю вас там идти ее бить, либо ей угрожать, но что-то надо, девочки, делать с этим. Здесь уже как-то прям совсем через край. Она, грязь льет, причем вонючую грязь. Может быть, она настолько глупа и думает, что она сможет именно этим его вернуть. Но это просто курам насмех. Вот. Что мне не нравится, что она может говорить эти вещи не только ему о вас, но и другим людям о вас может рассказывать. Ничего поделать не может, сидит там, бесится, и вот начинает эту всю грязь лить. Что-то надо предпринять, что-то надо сделать. Так, еще. Здесь очень красивая такая картинка идет по поводу чьей-то беременности, будущей беременности. Здесь мужчина, он скорее даже сам с собой об этом говорит. С одной стороны, ему очень хочется, чтобы у вас появился ребенок, либо появился следующий ребенок. Но он побаивается, потяну, не потяну. Я так понимаю, что вы женщина крутая, что вы, в принципе, тоже работаете, зарабатываете. И, возможно, даже у кого-то отыграется, что вы больше, чем мужчина, зарабатываете. И вот он такой думает, если она уйдет в декрет, как же мы справимся? Как бы и хочет еще ребенка, либо просто ребенка хочет. С другой стороны, побаивается именно в материальном плане. Потяну, не потяну. И еще он сам себе говорит о том, что вы иногда как-то от него закрываетесь, как-то уходите в себя, либо концентрируетесь на своей работе, на своих интересах. И его почему-то это задевает и обижает. С одной стороны, он как бы немножко и завидует, да, что вы успешная, что вы себя нашли, что вы умеете так сконцентрироваться на своей работе. А с другой стороны, вот это чувство собственника, да, что вот только моя, она должна быть только моя, оно его, конечно, больно колет. В принципе, вы хорошая пара. Хоть тут и есть не очень приятные элементы вокруг вас, но вы хорошая пара. Вы одной дорогой идете, вы одними целями живете. Вы, понимаете, вы как-то друг друга понимаете на тонком уровне. На тонком уровне. И это очень хорошо, это добрый знак. Добрый знак. Единственное, что такой совет еще тут вам вышел. Друг друга не воспитывать, а друг друга дополнять. И тогда просто все идеально у вас наступит. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.